или пьяный, не видно все равно. Эй, моряк, ты слишком много плавал, я тебя успела позабыть. Эй, тебе морской по праву дьявол, его хочу любить. Добрый день, дорогие друзья! Добрый вечер! Мы очень рады видеть всех вас в этом зале. И в начале нашего выступления мы очень просим вас сделать звук ваших телефонов потише или вообще их отключить на время концерта. Сегодня мы хотим познакомить вас с университетом золотого возраста УЗВ. И наше выступление началось с выступления танцевального коллектива «Дива Латина», который уже много лет существует в нашем университете. Уже несколько лет являются студентами УЗВ. Да, вы не ослышались, студентами. Что же такое УЗВ? Лариса, может, вы расшифруете эту аббревиатуру и расскажете, что же такое за необычное учебное заведение? С удовольствием. Итак, наш университет Золотого века – это первое учебное заведение такого типа в нашей Белоруссии, которое было основано в апреле 2010 года. Наш университет работает уже на протяжении 13 академических лет. И мы за эти 12 лет существования работаем для того, чтобы повысить качество жизни людей 55+, через их активность интеллектуальную, физическую, социальную, а также отстаивание своих правов. Принципы, на которых работает наш университет, следующие. Это активность наших студентов, позитивность, самопомощь, а также политическая и религиозная нейтральность студентов. В нашем университете работает Совет УЗВ, Рада УЗВ, который является органом самоуправления и который занимается организацией всех мероприятий для наших студентов. Из чего складывается учеба в УЗВ? Как в любом учебном заведении у нас есть 2 семестра. Первый начинается с октября каждого учебного года и заканчивается перед Новым годом. Затем у нас колядные каникулы и второй семестр, который заканчивается к маю каждого года. Кроме того, что у нас есть лекции, а существует у нас в университете более 30 различных курсов и клубов, у нас есть общие встречи, на которых мы слушаем выступления самых интересных лекторов нашего города, области и республики, а также мы проводим самые разные мероприятия. Ну, кроме того, у нас есть как бы 3 кафедры, которые существуют в рамках наших курсов. Прежде всего, это знания. Знания, которые даются в различных языковых курсах. У нас есть курсы английского языка, дальше польского языка, итальянского, а также белорусского языка. Кроме этого, у нас есть курсы, которые занимаются русской и белорусской литературой. Это все у нас как бы кафедра, которая занимается знаниями. Также у нас есть кафедра здоровья, где самые разные курсы по психологии и различным оздоровительным практикам. Скандинавская ходьба,
самадева-йога, цигун, ну и другие кафедры, которые занимаются оздоровлением наших студентов. Ну и третья наша кафедра – это творчество. Самые разные виды творчества. Изобразительное искусство, творчество, связанное с хором. У нас существует хор Узвыша, танцевальный наш курс Дива Латина, а также различные творческие практики, которые связаны с рукоделием. Вот такой наш университет Золотого века. Спасибо, Лариса. Все очень серьезно и интересно. А чтобы не быть голословными, мы позвали с собой студентов, участников творческих коллективов, которые на деле покажут, каких успехов они достигли, занимаясь в УЗВ. Вы уже познакомились с коллективом Дива Латина. Мы еще раз их попросим выступить. А сейчас песню «Цвіте терен» исполнят солистки хора Узвыша Надежда Денисевич и Светлана Налобина. Встречайте. Цвіте терен, а листопадає, хто з любов'ю не знається, той горя не знає, хто з любов'ю не знається, той горя не знає. А я молода дівчина, та й горя зазнала, вечероньки не доїла, нічки не доспала, вечероньки не доїла, нічки не доспала. Ой, візьму я кріселечко, сяду вкрай віконця, а ще й очі не дрімали, а вже сходить сонце, а ще й очі не дрімали, а вже сходить сонце. Хоч тримайте, не дримайте, не будете спати, десь поїхав мій миленький, іншої шукати, десь поїхав мій миленький, іншої шукати. Цвіте терен, цвіте терен. Сейчас поэтическая страничка «Лето и кветки». Читает автор Алла Петрушкевич. Не любить лето одиноких, не верить слезам и отчаю. Тому, яго я не вітаю, не любить лето одиноких. Глибоко в серці боль сховаю твоих очей, таких далеких. Не любить лето одиноких, не верить слезам
и отчаю. Жадаю, как никто из вас не почувался летом одинокими. А зараз уявите такую пригожую картину. Якая дорогая кожному кабельці. Мужчина з кветками. Мне подобаются мужчины не пригожие, не высокие и нават не добрые, а з кветками. Ён ужо прыгожы. Закаханыя не бываюць непрыгожымі. Ён ужо высокі. Каханне высока ўздымае яго. Ён ужо добры. Вас пакрыўдзіў калі-небудзь мужчына з кветкамі. І няхай ён не заўважае мяне, жанчыны. Я прабачаю, я разумею, бо ведаю, што кветкі ягоныя не для мяне. А я шчаслівая шчасцем ягонай каханай, бо веру, і да мяне прыйдзе аднойчы мой адзіны каханы мужчына з кветкамі, з пяшчотнаю белаю ружаю, ці з не зусім белаю, а з далікатным жаўцізной растаннем. І зноў жа пажаданне, каб да вас прыходзілі вашы мужчыны з самымі прыгожымі кветкамі. І ўрэшце, зараз час якой кветкі? Півоні, правильно, зараз час півоняў, якія цвітуць, адцвітаюць. Бардовыя ўжо адцвілі, ружовыя ўжо адцвітаюць, а белыя толькі зацвітаюць. І таму асыпаюць півоні пялёсткі. Колькі часу дае прыгажосць? Напамінам, што ўсе мы тут госці асыпаюць півоні пялёсткі. Я яшчэ ўсё чакаю кагосьці, хто быў добрым, а стаў такім жорсткім. Асыпаюць півоні пялёсткі. Колькі часу дае прыгажосці? І так усе мы госці. Мы сёння госці ў вас, у вашым санаторыі. Вы таксама госці, бо вы прыехалі не на такі доўгі час, а наогул усе мы госці на гэтай зямлі, у гэтым жыцці. І таму беражэм і гэтую зямлю, і гэтае жыццё, і кветкі у ім. Алла Николаевна, между прочим, является преподавателем нашего УЗВ курса «Литературно-городенщина». А сейчас для вас танго очень черное. Встречайте, выступают преподаватели курса танца, руководители коллектива «Дива Латина» Людмила Тарасенко и Андрей Мишустин. Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас я не в добрый час. Очи черные, жгуче пламенные, и манят они в страны дальние, где царит любовь, где царит покой, где страдания нет, где вражды запрет. Не встречал бы вас, не страдал бы так, я бы прожил жизнь, улыбаючись, вы сгубили меня. Очи
черные унесли навек мое счастье. Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас. Знать увидел вас, я не вновь час. «Гуси-лебеди» поет Светлана Налыгина, солистка хора «Узвыша». Страстнилась лебедина, душу извела мою. Где же друг сердечный милый, где живет в таком краю? Здесь лишь ветер на кухне, здесь тоска и непокой. Да гуси-лебеди кругами день ото дня над головой. Не кружите, гуси-лебеди, не кружите надо мной. Полетите, гуси-лебеди, вслед за солнцем над землей. Отыщите, гуси-лебеди, друга в дальней стороне. Крыльями своими белыми укажите путь ко мне. Жаль над судьбой негласный, горько жить, коль не вдвоем. Без него любви и счастья не найти мне днем с огнем. Здесь лишь ветер над лугами, здесь тоска и непокой. Да гуси-лебеди кругами день ото дня над головой. Не кружите, гуси-лебеди, не кружите надо мной. Полетите, гуси-лебеди, вслед за солнцем над землей. Отыщите, гуси-лебеди, друга в дальней стороне. Крыльями своими белыми укажите путь ко мне. Не кружите, гуси-лебеди, не кружите надо мной. Полетите,
сегодня. Мы продолжаем наше знакомство с УЗВ. Букву У мы уже разобрали, расшифровали. На очереди буква З. Золотого. Золотой. Золотое время, пенсия, свобода. Дети выросли, карьера состоялась. Живи не хочу. Да-да, пенсия, дом, внуки, дача, аптека. Ничего подобного. У нас в университете все очень активные, все очень позитивные, приходят на занятия и реализуют свои потребности, особенно в творчестве, особенно те потребности, которые раньше не было времени реализовать. Хотел человек стать актером, но не было времени и возможности, а у нас на сцене можно играть. Хотел человек петь, и поет у нас в хоре, и солирует. Все у нас можно сделать. Хотел человек учиться, пожалуйста, учитесь, грызите гранит науки. То есть мы живем на полницу? Мы живем на полницу. Поподробнее, пожалуйста. У нас есть очень много акций, которые студенты университета сами планируют, сами проводят с помощью своих ресурсов. Для кого? Для города, для других людей, ну и для себя, для тех, кто больше в этом нуждаются. Вот такие добрые дела мы каждый год планируем на учебный год. Их у нас 10-15 ежегодно. Это помощь детскому хоспису и взрослым хосписам. Это экологические акции, уборка старых могилок, уборка реки Городничанка. Это помощь психоневрологическому интернату в Мураванке. И очень много других акций, которые мы даже иногда не планируем, но они возникают спонтанно, когда мы узнаем, что кто-то в нашей помощи нуждается. Кроме этого, мы каждый год проводим традиционные мероприятия. Торжественное открытие и закрытие учебного года, колядная вечерина, гуканье весны. А также мы чествуем наших юбиляров 2 раза в год, проводим вольные кирмаши, живые библиотеки. То есть мы живем действительно полной жизнью, на полницу живем, проводя такие самые разные акции. Ну и, конечно, мы путешествуем. Путешествуем по нашей Гродненщине, по Белоруссии. Ну, до ковида путешествовали и за рубеж. Живем мы на полницу. Да, живем и поем. Для вас поет солистка хора «Взвыша» Людмила Пекарь. Я не узнаю, не знаю, что со мной стало. Я даже в зеркало свое я посмотреться перестала. И ни при чем календари, и важна и погода. Любовь приходит к нам всегда, она сама как время года. Она моя,
красивый, любимый и обязательно любите. Вечером календари и нажимает погода. Любовь приходит к нам всегда, она сама как время года. Кому любовь, кому любовь, кому любовь забава. А мне любовь, а мне любовь, а мне любовь всегда. И снова на сцене Дива Латина. Немножко попустим. Some people say a man is made out of mud. A poor man made out of muscle and blood. Muscle and blood, skin and bone. A mind that's weak and a back that's strong. You know, 16 tons, and what do you get? Another day older and deeper and dim. Say, Peter, don't you call me, 'cause I can't do. I pulled my suit to the company store. I was gone one morning when the sun didn't shine. I picked up the shovel and walked to mine. I was 16 tons, another line grew and the snowball said, Bella, bless my soul, you know, 16 tons, the money again. Another day older and deeper and then say, Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I pulled my suit to the company store. If you see me coming there, that was the side. A lot of men didn't and a lot of men died. I want them to find the others still left the right and gonna get you. Then I left for one week, you know, 16 down and money again. Another day older and deeper and then saying, Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I pulled my suit to the company store. I was born one morning and it was just in rain. A fighting on the line, little pain. I was raised in a king race. I know I'm alive, you know how to make me walk the line. You know, 16 guns and what do you get? Another day older and deeper and then saying, Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Наш вечер проходит в ритме танго. Танго вальс. Танцуют Людмила Тарасенко и Андрей Мишустин.
so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too. For I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too. For I can't help falling in love with you. For I can't help falling in love with you. Танго осени поет Светлана Налобина.
два бокала налей, не броня, не кляня, просто вспомни меня, ни о чем не жалей. Два бокала налей, не броня, не кляня, просто вспомни меня, не броня, не кляня, просто вспомни меня. А что вы скажете, Лариса, о букве В? Возраст. Ах, какой возраст, золотые годы. Друзья мои, разве вы можете нашим актерам, нашим танцорам дать 55+? Такой задор, такое творчество, такая энергия. Им даже 20-летние порой позавидуют. Да, разъяснение излишне. Я с вами тут согласна. Ну а в доказательство, что у нас возраст золотой, и нам всего хочется, мы позовем на сцену артистов нашей студии «Миниатюр» театр ИК или театрик Валерия Денисевича и Лилия Григорук. Встречайте. Здравствуйте, прибитые и неприбитые отдыхающие в санатории Пролетарск. Софья Мраковна Рабинович наконец-то решила устроить свою брачную жизнь. Она выбрала солидное агентство, чтобы позвонить и выбрать себе достойного спутника жизни. Но так как она была дама рассеяна, она, как всегда, неправильно набрала номер телефона. И вместо брачного агентства она позвонила в пункт прививки от коронавируса. Что из этого вышло, мы вам сейчас попытаемся показать. Здравствуйте. Это Софья Марковна Рабинович. Скажите, а я правильно попала? А я же не знаю, куда вы целились. Ну, а вы можете мне помочь? Вы нашего спутника? Ой, значит, я правильно попала. Скажите, а у вас есть что-нибудь, ну, категории 70+? Вы знаете, с этой категорией мы работаем в первую очередь. Но на сегодняшний момент у нас уже все выбрано. Надо подождать пару дней, пока подвезут новую партию. Ты смотри, как разбирают. Но я сразу предупреждаю. Мне лишь бы что не подсовывайте. Я для себя определилась.
спутник должен быть один и на всю оставшуюся жизнь. Я не знаю, как на всю оставшуюся жизнь, но на ближайший год он точно останется с вами. Так что, получается гарантия только на год? А что потом? Год еще много. В вашем возрасте мы рекомендуем раз в 2 года. Раз в полгода? Так я себе даже в молодости не позволяла. Так, значит, я вас записываю вторник на 10 утра. Нет. На утро нежелательно. Ну, я с утра выгляжу не очень. Желательно, конечно, что тогда, когда начнет немножко темнеть, чтобы я могла выключить свет. Здрасте. Здрасте. А кто же в темноте увидит, куда вводить? Ой, ну если до этого дойдет, я же помогу. Софья Марковна, давайте без самодеятельности. Итак, я вас записал вторник, 10 утра. И имейте в виду, через 3 недели 2-й раз. Ой, вы меня балуете. Только что было раз в месяц, а теперь 2 раза в 3 недели. В моем возрасте, вы знаете, это уже загул. Скажите, а что вы мне посоветуете надеть? Вам маску. Вы думаете, что без маски уже ко мне никто не подойдет? Ну что вы как ребенок? У нас все в масках. Ну ладно, все так все. Ну, с вашего позволения, может быть, я все-таки одену кружевную блузку шалунья? Мы тут, конечно, всякое повидали, но чтоб так тщательно готовились. Ладно, давайте свою шалунью, если это вас окрылит. Ой, дай Бог. Последний раз со мной это было, знаете, наверное, в прошлом веке. Но я вас хочу предупредить, после спутника, возможно, онемение. Не поняла. А поговори. Софья Марковна, разговаривать не надо. Все свои ощущения записывайте на сайтах о медуслугах. Я запишу. Я думаю, город будет доволен. А вы не подскажете, как все-таки этого спутника зовут? Конечно, подскажу. Спутник Ви. Скажите, пожалуйста, это что, его полное имя? Конечно, спутник Ви. Похоже, что Кореец. А еще другие варианты есть? Есть спутник Лайф. Это уже англичане. А что лучше все-таки? Вы не подскажете? Спутник Лайф – это то же, что и спутник Ви, только на 1 раз. Ну мы же договорились на 2. Гулять-то гулять. Слушайте, у нас еще есть Ковивак. Ковивак? Ну это уже похоже еврей. 2 еврея на одну семью? Я думаю, что это перебор. Давайте вернемся, к Ви. Вы не в курсе? До меня у него кто-нибудь уже был? Не то слово. До вас у него были миллионы. Ну и какие же отзывы? Отзывы в основном положительные, но, как всегда бывает, есть и недовольные. Жалуются, что не всегда работает. Я стесняюсь уточнить, что вы имеете в виду. Но с другой стороны, это ж миллионы. Вот если 10-й клиент за день. Хорошо. Хорошо, что вы меня записали на утро. Я, знаете, дико извиняюсь.
За это не переживайте, бесплатно. Бесплатно? Значит, у него что-то не работает. Софья Марковна, я уже не знаю, как вас убедить, что там все нормально. Я даже вам так скажу. Я его испытал на себе. Я слышала, что теперь всем тяжело. Но чтоб до такой степени... Понимаете, нас без этого и на работу не пустят. Ох, мне бы такую работу. Так, сколько это будет все-таки стоить? Бесплатно. Вы же у нас 70 плюс? Ну да, 70 плюс. Так вам, как пенсионерке же положено, доплата 100 рублей. На таких условиях... Софья Марковна, так что же вы решили? Спутник Ви, Лайф или Кови-Вак? Да что вы, на таких условиях я беру всех. Но Никаких «но». Готовьте кавалеров. Я делаю начесик, маску и одеваю, конечно, шалунью. Спасибо нашему артисту. как коллега, хочу поздравить всех медработников с наступающим Днем медицинского работника. Желаю вам здоровья, счастья и всего самого наилучшего. Да, возраст не помеха. Калина Рябина исполняет Надежда Денисевич и Светлана Налобина. Если
Спасибо большое. Не так. Дива Латина. Перенесемся в Латинскую Америку. Самба. До Латинской Америки далеко. Tú me miras y me llevas a otra dimensión. Tus latidos aceleran a mi corazón. Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor. Bailando, 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 tu cuerpo y el mío llenando el pasillo, subiendo y bajando. Bailando, bailando, ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, Ya no puedo más, ya no puedo más. ya no puedo más. Con esta melodía, tú con tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche de ahí va a estar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche de con tremenda nota. В конце каждого учебного года у нас традиционно проходит вандровка. Мы ездим в самые хорошие, замечательные места нашей области, нашей Белоруссии. И вот в мае этого года мы совершили вандровку на Августовский канал, где провели День здоровья. И мы хотим показать вам небольшой видеоролик с этой вандровки.
друзья, наша встреча с вами подходит к концу. Мы рады были с вами познакомиться и рассказать вам о нашем УЗВ, о нашей жизни, показать вам наши таланты и пригласить вас в наш университет. Я думаю, что среди вас есть люди, которые хотят, могли бы учиться у нас в университете. У вас есть родные, близкие, знакомые, которые по возрасту и по желанию подходят быть студентами нашего университета. И я хочу сказать, что с 1 сентября мы начинаем набор в очередной 14-й академический год Университета Золотого века города Гродно, а на 15 сентября уже намечено открытие нового учебного года. Когда вы будете покидать этот зал, вот здесь на столе есть рекламная продукция с телефонами, с адресами, куда можно позвонить, записаться к нам в университет. Мы вас ждем у себя в университете. Мы живем на полницу. Что будет